Добрый день, уважаемые телезрители! С обзором основных событий этой недели в студии Айдана Ховалых. Сегодня в этом выпуске. Об инвестициях в строительство Тувы и качестве новостроек. 38 миллионов рублей Министерству спорта. В Чахольском и Улухемском кажунах обустроят 2 аварийно опасных участка. В 11 селах Тувы сделают водоколонки. Новые кислородные станции для больных COVID-19. 20 школ Тувы получили автобусы российского автопрома. Плановое отключение горячего водоснабжения на 10 дней. Республиканская августовская конференция работников образования Тувы началась с праздничных моментов, передачи школам республики новых автобусов и награждения отличившихся работников сферы образования. Хорошего настроения всем добавило и заявление в Рио главы Тувы Владислава Ховалыга о намерении повысить оклад учителей, начиная с этого учебного года. Подробнее в сюжете далее. Традиционное августовское совещание учителей прошло в новой школе на левобережных дачах. Перед пленарным совещанием состоялось вручение новых автомашин. Автопарк учебных заведений пополнился 13 автобусами марки ПАС, 5 автобусами ГАЗ и 2 микроавтобусами УАЗ. До 1 сентября школам республики передадут еще 23 автобуса. Это у нас тройной праздник. Первое – это нам подарили такую красивую школу на микрорайоне ЛДО. Второй праздник у нас намечается вручение автобусов. И мы тоже новый автобус получаем от имени школы, от имени коллектива, от имени родителей. Мы очень благодарны. Августовское совещание проходило с соблюдением санитарных мер и в онлайн-режиме с кажунами. Основным моментом в докладе в Рио главы Тувы Владислава Ховалых стало заявление о повышении заработной платы учителей. При минимальной 18-часовой нагрузке зарплата должна быть не менее 24,5 тысяч рублей. В гарантированной части зарплаты должны быть и надбавки за дополнительную нагрузку. На сегодня молодые учителя даже с хорошей нагрузкой получают на руки меньше 20 тысяч рублей в месяц. Удивительно, что специалисты уезжают от нас в другие регионы. Поэтому первое, что надо сделать, возобновить работу по совершенствованию системы оплаты учительского труда. Она была начата при Петре Александровиче Морозове, но потом ее приостановили. А к настоящему моменту оклад педагогов не менялся на протяжении 5 лет. Надо добиться того, чтобы учитель при минимальной 18-часовой нагрузки получал не менее 24,5 тысяч рублей. Светлана Чимбаевна Чома – учитель русского и тувинского языков со стажем работы 54 года. Ветерану отрасли присвоено звание заслуженного работника образования. Светлана Чимбаевна рада за молодых коллег, труд которых получит достойное вознаграждение. Мне отрадно было сегодня услышать доклад Рио главы Республики Тува Владислава Таварштаевича о том, что с этого учебного года повышается ставка учителей. Желаю, чтобы учителя республики хорошо работали и чтобы ученики были более воспитанными, образованными, грамотными. И желаю всем здоровья. Владислав Ховалых также предложил возобновить работу по социальной защите и сопровождению выпускников 10-11 классов. Обсудили и другие не менее значимые вопросы – доступность образования, перегруженность школ, обновление школьной инфраструктуры и организация горячего питания. Айдана Ховалых, Буян Мангуш, Ангар Оржак, Тува-24. 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, которые удалось получить благодаря в Рио главы Тувы Владиславу Ховалыгу и при поддержке партии «Единая Россия», распределили по важным отраслям республики. Из них 38 миллионов рублей выделили Министерству спорта. Куда будут направлены федеральные средства, расскажет Алдынкыз Буян. На капитальный ремонт спортивных школ в Байтайгинском, Сюдхуйлском, Каахемском районах, а также спортивной школы Авырга, Кызылского кажуна выделили по 4,5 миллиона рублей. В конце 90-х в спортзале Авырга меняли напольное покрытие, которое из-за отсутствия хорошей вентиляции и повышенной влажности прогнило. В этом здании будут менять все. Что касается именно этой школы, получается, здесь мы ведем капитальный ремонт игрового зала спортивной школы Авырга.
капитальный ремонт напольных покрытий, капитальный ремонт отопительной системы, капитальный ремонт, получается, кровли. Здания старые, не подвергались ремонту с момента постройки. В здании холодно, поэтому вот такие вот работы ведутся на сегодняшний день. Так, на сегодняшний день уже утеплили крышу. Идут работы демонтажа старых конструкций. Полностью снимают пол, двери, окна. Все требующиеся материалы для капитального ремонта уже привозят. Ремонт ведут сами работники спортивной школы, а также хозяйственное управление Министерства спорта. Спортивный зал АВРГ охватывает весь Кызылский район. Сюда ходят больше 1000 детей разных возрастов. Мы охватываем весь район, Кызылский район, Кожун. У нас отделение в районах тоже. 1209 детей у нас посещают. Да, у нас маленькие дети ходят в начальные классы, начинающие. Есть средний возраст, 14-15 лет. Есть старше 18 лет, 18 лет тоже есть. Здесь проводятся игровые виды спорта, единоборство проводится, бокс, кикбокс, основные виды спорта у нас есть. Благодаря инициативам в Рио главы Тувы при поддержке партии «Единая Россия» в спортивных объектах республики начались капитальные ремонты. Многие здания были в разрушенном состоянии уже несколько лет. Алдын Кызбуян, Буян Монгуш, Ангар Оржак, Тува, 24. В 20 километрах от Чадана перевернулась Toyota Estima. Погибли 5 человек, водитель и 4 пассажира. Детей среди погибших нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Недостаточно мер, принимаемых по строительству и ремонту дорог, профилактической работы и мероприятий по пропаганде среди населения соблюдения правил дорожного движения. Необходимо продолжать интенсивную работу, объединяя усилия всех ответственных ведомств. Это и органы исполнительной власти республики, и МВД, и органы местного самоуправления. В продолжении темы на аварийно-опасных участках в Улухемском и Чахольском Кожунах обустроят дороги. На опасном повороте в районе села Агдуру установили 34 дорожных знака. В покрытие дороги вмонтировали 58 импульсных катафотов, позволяющих заблаговременно предупредить водителей о приближении крутого поворота. На трассе Р-257 в городе Шаганар для повышения видимости пешеходного перехода оснастили светофорный объект дополнительными светильниками и светодиодными лентами. До конца сентября также продолжатся работы. В Кызыле начались ремонтные работы на дорогах, на состояние которых больше всего жаловались горожане. С учетом обращений граждан обновление дорог началось с реконструкции улицы Байхакская. Картину дня с дорожным ремонтом передает Инна Клоян. Ремонтируют не только проезжие части города, но и парковки, которые давно нуждаются в ремонте. А именно парковка напротив 45-го магазина и торгового дома «Курай». На данный момент снимается старый слой асфальта. И совсем скоро будут новые парковки. Дорожные участки Кызыла, где не различить, где находится тротуар, парковка и сама проезжая часть, давно нуждаются в ремонте. На одном из таких убитых участков на территории 45-го магазина. Сейчас начались работы по укладке асфальта. В скором времени эта территория преобразится. Здесь появится удобное пространство для пешеходов и места для стоянки автомобилей. Наша съемочная группа проехалась по отремонтированным дорогам, начиная с 5-й школы и до Калинина 1А. Действительно не то, что раньше можно без затруднений для водителей и машины объехать территорию школы до 45-го магазина. Начиная с 2019 года в рамках национального проекта «Безопасной качественной дороги» на территории города Кызыла начались ремонтные работы улиц города. Так, за 2019 год у нас было отремонтировано дороги общей протяженностью 17 километров, а в этом году у нас ремонтная работа проводится на 5 дорогах. Это значит улица Байхакская, Шевченко, Рихарда Зорге, Пушкина и Иркутская. Кроме этого, ведутся работы по укладке асфальтного покрытия на правом берегу по улице Правобережная, возле домов, расположенных рядом с 8-й школой. Ремонт проводится за счет республиканского бюджета. Инициатором проводимых работ выступают мэрия города Кызыла, правительство и Министерство строительства Республики Тыва. В связи с тем, что город расширяется в южную сторону, у нас полностью реконструирована дорога по улице Байхакской. Там у нас дорога четырехполосная. Происходит
происходит не только ремонт дорог, но и обустройство пешеходных переходов, светофорных объектов для безопасности участников дорожного движения. В восточной части столицы тоже будут проведены аналогичные работы на площадке перед магазином номер 13. Будет заасфальтированный придомовой участок дома номер 15 по улице Дружбы. К сегодняшнему дню на улице Калинина 30 за несколько дней построили парковку для автомобилистов близлежащих домов. Продолжаются работы по асфальтированию и ямочному ремонту на улицах Ангарский бульвар 25 и Улыххемская. В ближайшие дни будет произведен ремонт дорожного покрытия возле школы номер 9 и нанесена новая разметка пешеходного перехода. Таким образом, в текущем году будут завершены дороги по улицам Иркутская, Шевченко, Рихардозорги и Байхакская. На 2022 год переходит один объект – улица Пушкина. Инна Клоян, Владимир Сюртук, УЗЛСРХСРН, ТУВА-24. Благодаря федеральным средствам, которые были получены Тувой по ходатайству в Рио главы Тувы Владислава Ховалыга и при поддержке депутатов партии «Единая Россия», в терапевтическом корпусе Ризбольницы и ЦКБ Баронхемчикского Кажуна установлены новые кислородные станции. Подробнее у Даяна Дансюрен. В третью волну коронавирусной инфекции здравоохранение России прошло жесткую проверку на прочность. Особенно остро проявилась проблема недостатка сжиженного кислорода для больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным Минздрава Тувы, в пик третьей волны коронавируса количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, достигало 47 человек одномоментно, а потребность в кислороде возрастала до 124 баллонов в сутки. Производительность по кислороду данной станции от 39 до 47 кубов кислорода в час. Непрерывная круглосуточная работа, полностью в автоматическом режиме, возможность заправки кислородом до 12 баллонов в сутки. Вот это вот оборудованный блок-контейнер, она оснащена порошковой системой пожаротушения, автоматическая система вентиляции и отопления, обеспечивающая необходимый температурный режим для эксплуатации вот этого кислородного концентратора. Для Тувы сжиженный кислород с частотой 95% – большой дефицит. Один ковид-больной потребляет 3 литра кислорода в минуту. Проблему нужно было решать, причем срочно. По ходатайству в Рио главы Тувы республике дополнительно выделили федеральную субсидию в 1,5 миллиарда рублей, часть которой направили на приобретение абсорбционных концентраторов кислорода. Они были установлены в ЦКБ Баронхемчикского Кажуна и в новом терапевтическом корпусе в Кызыле. Вы же все знаете ситуацию в Северной Осетии, да? И чтобы такой ситуации аналогичной, чтобы у нас не было, мы упреждающие мероприятия принимаем. Не мы, конечно. Подстраховываемся. Наше правительство и Минздрав подстраховывается. Когда очень много кислородозависимых больных, да, вот тогда мы уже в помощь вот эти баллоны заряжаем, и оттуда идут кислороды. Потому что мощность данной станции, вот, которая ранее у нас поставлена была, не позволяет. Новый терапевтический корпус Кызыла имеет свой кислородный концентратор, который напрямую снабжает больных кислородом. Установка дополнительного блока-контейнера необходима, чтобы минимизировать возможный риск перебоев с кислородом. Сейчас в новом терапевтическом корпусе ситуация стабильная. Кислорода хватает всем. Новая станция вот-вот войдет в режим эксплуатации, как только будут разрешены все вопросы с документами. Даян Дансюрен, Чайхан Дангак, Мирана Эргит, ТУВА-24. Вопрос качества новостроек Кызыла остается острым. Наша съемочная группа совместно с представителями правительства, Государственной жилищной инспекции и Народного фронта выехала на инспекцию строящегося жилого дома. Продолжит Алдынкыз Буян. Многоквартирные дома 11 и 12 по улице Московский в микрорайоне Южный в народе метко прозвали муравейниками. После переселения из ветхого аварийного жилья новоселы жаловались на нехватку квадратных метров и неудачную планировку комнат. Чтобы не допустить такого со строящимся домом номер 13, только в этом году здесь провели 9 проверок. Каждая блок-секция 68 квартир. Из них 6 квартир гостиничного типа, 17 квартир однокомнатных, 27 квартир двухкомнатных, 18 квартир трехкомнатных. Общее количество квартир 136. Однокомнатные от 34 до 41 и 2 почти, да? Двухкомнатные от 41 до 50 и трехкомнатные от 61 до 71. Вот такие квартирки там. В том, что качество строительства, которое ведет бизнесмен из Красноярска, соответствует всем нормам и, главное, ожиданиям очередников, убедились члены комиссии. Мы уверены, что вот эти дома, они будут более качественные.
в срок сдадут. И, в принципе, нам сегодня рассказали, как будет идти поэтапная реализация вот этой программы. У застройщиков часто возникают проблемы с оформлением документов, из-за чего немногие инвесторы согласны сотрудничать с Тувой. В связи с этим 18 июня приняты изменения в Конституционный закон о земле, которые позволяют быстрее оформлять договора с инвесторами. Приглашаем всех желающих, кто приезжает к нам. То есть мы показываем все земельные участки, те, кто проявляет интерес. То есть мы говорим, что будет максимальное содействие, потому что наша задача, чтобы люди заселились в новые квартиры, красивые, качественные и недорогие, да, что особо важно, потому что цены на нашем рынке, они всех жителей республики сейчас очень довольно сильно смущают, поскольку мы видим рынок большой, инвестиционный в Туве. За прошлый год порядка 7 миллиардов рублей кредиты получили. И купили квартиры, к сожалению, не в Кызыле, да, не в Туве. То есть покупают у наших соседей, потому что мало строили. Вот как раз сейчас задача, которую поставил Ислам Владимирович, это максимальный объем жилищного строительства. Уже сейчас можно утверждать, что принимаемые меры дают результат. Строительная сфера республики становится более привлекательной для инвесторов. На сегодня есть договоренности с госкорпорацией Дом РФ и крупным застройщиком Трансстрой, которые разрабатывают проекты комплексных жилищных застроек в Кызыле. Алдынкыз Буян Чайхан Донга, Кузел Сарыхсерен, Тува, 24. 39 водоразборных колонок появится в 11 селах Тувы. Новое министерство ЖКХ Республики Тыва заключило договоры с подрядчиками, которым предстоит в этом и в следующие 2 года создать для жителей обозначенных поселков доступный источник воды. Наша съемочная группа побывала на бурильных работах в селе Эрбек. По просьбам жителей Тувы, озвученных на прямом разговоре с Владиславом Ховалыгом, правительство составило план по созданию сети водозаборных колонок на территории республики. Территориальный охват широк, деньги выделены. Бурение скважин уже началось. Этим занялись 3 подрядные организации. Одна из них ведет работы в селе Эрбек Кызылского Кожуна. Компания «Бастион» проводит работу не только здесь. Параллельно они бурят водоколонки в 7 кожунах республики. Всего нашим правительством запланировано 39 кожунов, в которых будет проводиться работа. Это как близлежащие районы вроде Танды, так и удаленные вроде Байтайги. В селе Эрбек проживает более 1700 человек. На все село у них была одна водоколонка, уходящая глубоко в чистые подземные воды. Однако село растет. Поближе к Кызылу переезжает много молодых семей из районов. Соответственно, увеличивается и потребность в чистой воде. В первую очередь мы благодарны со всеми жителями Сумона Эрбека, благодарны правительству, за что нам поставили такую водоколонку. Были только старые, которые сесеровские, они сейчас вообще не работают, не сломанные. Колонки, которые стоят на частных домах, они будут для огорода, а вот отсюда эта вода будет чистая. При въезде в Эрбек опытный человек сразу заметит, что село стоит на болотистой земле. По словам подрядчика, болотистая местность создает ряд сложностей при бурении скважины. Диаметр трубы для общественной колонки больше потребительской и составляет 159 мм. Это замедляет бурение. Между тем, попасть в водоносный слой с чистой водой непросто. Это обращение граждан к времени исполняющим обязанности по Владиславу Вячеславовичу по поводу проблем, да, существующих проблем. Была проведена работа Владислава Вячеславовича, он объезжал муниципальное образование, и жители обращались к нему с проблемами своими. Сейчас очень больная проблема была по воде. И было принято решение, что эту работу сделать. Работа была организована на 11 муниципальных образованиях. Конечно, это получается, это не первая наша задача. Я думаю, что все равно проблема с водой у нас в республике есть, поэтому будем решать. Она будет каждый год продлеваться и будет, может быть, даже будет уже некоторое расширение будет. Не только, допустим, по сельским поселениям, это может быть вода для сельхозпроизводителей, там, для чабанов, допустим, может быть, тоже такая программа может быть. Наибольшая потребность в новых источниках воды в Кызылском и Барунхемском Кожунах. В этих муниципалитетах будет установлено по 8 новых водоколонок. Общая стоимость всех работ более 17 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из 1,5 миллиарда, полученных Тувой из федерального бюджета по ходатайству в Риоглаву Тувы Владислава Ховалыга при поддержке партии «Единая Россия». Даян Данцурюн, Владимир Сюрдук, Кузел Сарыхсерен, Тува 24. В последнее воскресенье отмечается День шахтера в России. В Доме правительства сегодня наградили лучших шахтеров Тувы. Подробнее Айра Асад. У заслуженного шахтера России Сергея Козлова в копилке наград еще одна медаль. Сегодня в честь предстоящего профессионального праздника Сергей Александрович получает юбилейную медаль в честь столетия образования Тувинской Народной Республики. Отработал 29 лет на автомобиле БелАЗ по вывозу горной массы. Поздравляю всех коллег с Днем шахтера. И
желаем крепкого здоровья, всех благ, а также поздравляю с праздником образования ТНР, столетием, юбилеем. Также жителей Тувы поздравляю, желаю тоже крепкого здоровья. Этой же медали удостоен и машинист экскаватора участка горных работ Тувинской горнорудной компании «Хапурол Оржак». Хапурол Амарашакович является передовиком производства. За последние 3 года экипаж экскаватора под его руководством неоднократно перевыполнял план по добыче горной массы. Профессионал своего дела в этой отрасли уже 52-й год. Ограниченное пространство, минимальное количество воздуха и тонны горной породы, которые в любой момент могут обрушиться. Во всем мире профессия шахтера одна из самых опасных. В честь профессионального праздника, который в этом году в стране отмечают 29 августа, благодарностью в РИА главы Тувы Владислава Ховалыга удостоен Родион Мангуш, аккумуляторщик Чаданского автотранспортного участка Тувинской горнорудной компании. Всего в честь Дня шахтера наградили 7 специалистов этой нелегкой отрасли. Айра Садбуяноюн, Миран Иргит, Тува-24. С 30 августа по 9 сентября в целях планового ремонта в многоквартирных домах и социальных объектах Кызыла и поселка Каахем будет отключена подача горячего водоснабжения. При отключении воды раньше заявленного периода необходимо обратиться в свою управляющую компанию, сообщают в Кызылской ТЭЦ. Это были главные события недели, а я с вами прощаюсь и желаю приятных выходных.